Грозный, Минск, Киев, Шатой и много лет службы в родной Ингушетии. Подполковник в отставке, первый начальник управления ФСБ по Ингушетии Башир Катиев лучшие годы своей жизни посвятил органам безопасности. Ветеран ФСБ, учащимся второй столичной школы, рассказывает о личном опыте, долге и чести, важности служения Родине. Лучше всего донести значимость этих понятий можно только посредством очных бесед, уверен Катиев. Сейчас ветеранов-то нет, они в основном-то остались те немощные люди, они не всегда могут прийти. Вот. А замена только те, которые служили, отслужили, являются примером, могут послужить положительным примером для избрания подросткам своей цели, своей жизни. На уроке мужества внимание детей акцентирует на событиях исторического наследия, на подвигах защитников Отечества. Башир Катиев на своем веку общался со многими фронтовиками. Сегодня истории из их уст передает подрастающему поколению. Вспомнили и о значимости Малгобекской оборонительной операции. Чтите память погибших, потому что они ценой своей жизни. Никто не хотел умирать, никто не хочет жить. А если ты отдаешь жизнь, то ты знаешь, что ты отдаешь ради будущего. Вот такова эта жизнь. Любая война – большое горе, подчеркивает Башир Катиев. Ему самому приходилось становиться свидетелем ужаса военных действий, быть на грани со смертью. Часто мирные люди становятся жертвами коммерческих интересов. Ветеран ФСБ поделился с ребятами одной из историй в годы службы. В 1995 году первый и единственный аэропорт Ингушетии строила швейцарская строительная компания. Это был период Чеченской войны. Тогда взяли в заложники начальника строительного участка Роберта. Башир Катиев занимался операцией по его освобождению. Я, когда его освободили, с ним провел беседу. Как? Он указал на людей, которые вокруг него его предали. Урок мужества организован управлением ФСБ по Ингушетии совместно с пограничным управлением. Главная цель – формирование у учащихся уважительного отношения к историческому прошлому Родины, к судьбе своей страны, народа, воспитание у школьников чувства патриотизма, любви к своему Отечеству. Занятие приурочено к 77-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Война – это очень страшная штука, можно сказать. И надеюсь, что у нас больше не будет ни войн, ни голода, ничего наподобие этого. Когда дети воочию видят, человека, который участвует в этих событиях, когда этот человек делится с ними, об этих событиях, они, наверное, все-таки лучше запоминают, у них какие-то впечатления остаются, я думаю, это очень хорошо. В этой встрече узнал очень много нового и считаю, что чем чаще они будут проводиться, тем лучше для молодого подрастающего поколения. В любом случае, это как минимум поможет определиться в будущих направлениях, профессиях. Ветеран ФСБ напоминает, мужчина обязан служить и быть полезным Отечеству. Урок мужества плавно перешел в дискуссию. Школьники интересуются у Башира Катиева. Что было самое интересное в вашей службе? Какой самый интересный был? Утром приходишь, совсем другая обстановка бывает. Тебе надо куда-то ехать, срочно где-то случилось, где-то в горах оползень, где-то люди попали в беду, где-то нарушили границу, где-то, стреляли, автоматную очередь, ранили кого-то. И как каждый день. История сталкивала служащих с непредсказуемыми событиями, закидывала самые горячие точки. Подполковник в отставке напоминает молодым ребятам, отдавая свой долг Родине, нужно быть готовым к любому исходу. Башир Катиев был впечатлен вопросами и проявленным детьми интересом к беседе. Уверен, что именно взрослые должны правильно раскрывать и доносить до молодежи понятия патриотизм, честь, долг, героизм и самоотверженность. Уроки мужества проходят во всех образовательных учреждениях Магаса. Организаторы убеждены, эти занятия помогают развить у обучающихся представление об ответственности, гражданском поведении молодежи на примерах отважных поступков. Диана Дударова, Умар Газдиев, Новости 24.